В Ингушетии за прошлый год, по данным наркодиспансера, зарегистрировано 13 летальных исходов из-за передозировки наркотиками. Главная проблема – злоупотребление психотропными веществами, поэтому врачи не устают напоминать о вреде наркотиков. Особенно здесь хочу подчеркнуть воздействие на головной мозг. Я иногда своим пациентам даже привожу этот пример. Вы видели, как иногда утюг у нас падает на одежду и остается отпечаток. То же самое происходит, когда наркотики, попадая в кровоток, приходят и взаимодействуют с нервной тканью. В местах взаимодействия они оставляют после себя примерно такие же ожоги. Регулярное употребление психоактивных препаратов наносит невосполнимый вред организму и может привести к инвалидности или даже смерти. Наркотики могут подавлять или стимулировать деятельность центральной нервной системы и жизненно важные функции организма. Вторым, более таким подверженным воздействию наркотиков органом является печень. Почему? Потому что все, что попадает в организм, в кровоток, проходит через печеночную ткань. Это считается в большой биолаборатории фильтром большим для организма печень. Дальше же синтетические наркотики очень сильное воздействие оказывают на сосудистое русло, то есть непосредственно на сосудистые стенки, на кровоток, кровоснабжение органов и систем. Снижается иммунная система, работа его, соответственно, присоединяются инфекционные заболевания. Особенно спутниками наркопотребителей являются такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, гепатиты и туберкулез. И это только нанесенный вред здоровью человека. Они также влияют на психическое состояние зависимого, становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха, а закомплексованные в себе люди находят в нем лекарства от стеснения. Если даже те, кто употребляя, подавляет свой стресс и забывают о проблемах, теряясь в реальности, не стоит забывать, что все это приводит к моральной деградации. Если человек теряет, соответственно, нейроны, клетки головного мозга, то это приводит к таким нарушениям, к таким состояниям, как морально-этическая деградация. Это когда после систематического употребления наркотиков человек уже теряет качества, такие как сострадательность, чувство долга, чувство такта, стеснительность. Такие факторы, которые заставляют нас иногда в этой жизни делать эти вещи, даже если мы не хотим, от того, что надо, от того, что принято среди людей. А они не могут уже соблюдать эти правила этикета поведения. На учете в наркологическом центре сейчас состоят более 200 наркозависимых. Многие были пойманы правоохранительными органами, другие добровольно пришли, чтобы избавиться от зависимости. У нас 1737 человек на начало года состояло на учете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это было на 65 человек больше. То есть у нас на начало 2023 года состояло 1672 человека. За прошлый год, 2023 год, мы поставили на учет 114 человек. 114. Отказалось от медицинского освидетельствования 237. При этом в 2022 году, это позапрошлый год, поставлено на учет было 77 человек, отказавшихся было 224. Эти показатели показывают нам, что у нас идет, к сожалению, рост потребителей. Плюс еще у нас появились и лица, которые потребляли не наркотические, а сильнодействующие лекарственные препараты, были выявлены в подростковом возрасте. Один человек у нас был поставлен в прошлом году до 18 лет. Это 17-летний человек был. Специалисты настоятельно призывают тех, кто еще не пробовал, даже не думать об этом, так как одного раза бывает достаточно, чтобы упасть в пропасть белой смерти. Выработанный дофамин дарит море эмоций зависимому, после чего хочется еще и еще больше. А с течением времени мозг адаптируется к повышенному уровню гормона радости и перестает на него реагировать. В результате человек не только теряет возможность получать удовольствие естественным путем, но и нуждается в еще большей дозе наркотика для достижения прежней эйфории, а лечится подобное невероятно сложно. Тут первые 10-15 дней, врач назначение делает лекарствами. Он их принимает. Таким образом мы лечим физическую зависимость, так называемую ломку. А дальше остается психологическая зависимость. То есть понимание, что есть наркотики, после их употребления ему легче, лучше.
он решил их не употреблять. Чтобы их не употреблять, он должен чем-то там заниматься и выстраивать стратегию своего поведения. То есть так же, как мы утром, там, например, зубы там чистим, умываемся, прическу там делаем. То же самое им нужно распорядок дня свой выстраивать, чтобы они себе не позволили вернуться к наркотикам. И вот здесь очень сложно заставить этого больного постоянно все это делать. То есть это непосредственно зависит от него, от самого. Вот в этом сложность. Как же этого человека заставить длительное время воздерживаться и вести такой распорядок? Лечение настолько причиняет пациенту боль, что тот не может отказаться от психоактивных веществ. Словом, каждый наркозависимый знает итог частого употребления, но смерть ему кажется лучшей участью, чем боль, которую он испытает, пытаясь бросить. Врачи дают такому человеку от силы 3-4 года жизни, так как в нынешнее время развито дистанционное управление наркобизнесом, а значит и синтетические вещества производятся с наихудшим качеством. Наркотики абсолютно синтетические, то есть 100% это химия. И производят их уже дистанционно даже не химики. Просто в телеграм-канале находят объявление о том, что вот есть заработная плата, то есть работа, где высокая заработная плата. И когда уже интересует, что надо делать, им говорят, надо вот найти там место такое-то, такой-то минимальный объем посуды надо приобрести, реактивы мы вам пришлем, схему, как надо изготавливать, мы вам пришлем, и готовую продукцию мы у вас будем покупать. И, соответственно, эти не специалисты, скажем так, дилетанты в этом деле, изготавливают иногда очень такую партию наркотиков, смертоносную, скажем так. Мы же много раз слышали, и в России, и где-то там еще, что вот одномоментно доставлялись в медицинские учреждения 15, 20, 30 человек, и многие из них погибали вследствие употребления именно наркотиков с этой партии. Среди наркозависимых есть и девушки. На учете сегодня состоят 5 человек. Как правило, врачам вылечить от наркозависимости женщин бывает практически невозможно, так как они намного сильнее подвластны своим эмоциям и психологическому состоянию. Врачи еще раз призывают не становиться на путь наркотиков. Сегодня, когда мы видим, сколько проблем приносят наркотики в семью наркопотребителя, в его жизнь, в общество, где этот человек живет, хотелось бы, конечно, попросить многих наших жителей, которые употребляют наркотики, чтобы они нашли в себе силы уйти от этой наркотизации. Тем более есть очень много групп взаимопомощи, есть очень много реабилитационных центров, куда они могут обратиться, где могут получить поддержку, помощь, информацию, как можно противостоять злоупотреблению наркотиками. А тем, кто еще не пробовал наркотики, не знает, что это такое, хочу пожелать, чтобы они никогда в жизни не пробовали эти наркотики. Убедительно хочу их попросить. Не знайте, что это такое. Пока вы не знаете, что это такое, вы свободны от них. Оставайтесь свободными. Число россиян, умерших от употребления наркотиков, ежегодно превышает 10 тысяч человек. Одной из главных задач профилактической недели является просвещение населения о вреде наркотиков и последствий их употребления. С 26 февраля по 3 марта будут организованы лекции, семинары и конференции с молодежью в школах, вузах и СУЗах. Зелимхан Калоев, Адем Гулоев, Магомед Дарсигов, Магаз 24.